Буджинал – так называют праздник удмуртской Пасхи в нашем районе. В переводе на русский – Великий Светлый День. По традиции празднуется он в честь начала сева яровых. В старину накануне этого праздника устраивали омовение, надевали белые рубахи, готовили кушанье, забивали птицу для жертвоприношения в Ор-Шуду, хранителю домашнего очага. Каждая семья выезжала на свой участок земли и начинала с охой пахать землю. Вспахав часть земли, сделав небольшое углубление, они зарывали в честь предков принесенную провизию, лепешку или яйцо, окропляя ее кумышкой. Сегодня об этой традиции многие даже не помнят, но яйца все-таки варят. С утра, детям его дарят, бородатый дедушка его преподнес ему, обычно, когда мы маленькие были, это в этот шапке они должны были где-то на подоконник. Вот принесли вам такой историю. До сих пор она продолжается в этих семьях. Яйца – это жизнь, ведь, да? Продолжение жизни. Дети в этот день бывают почти в каждом доме деревни. Мы встаем утро рано, с друзьями ходим по домам, собираем яйца, потом мы выходим на луг и яйцо бросаем и катим по этим. Мы так играем, и получается у нас, что мы отмечаем Пасху. У кого дальше будет яйцо, тот будет победителем. Своего муллы в Верхней Барабановке нет, поэтому на праздник пригласили жрецов из других сел. Валерий Гелиев пришел к вере уже в зрелом возрасте. Живет он в селе Андреевка. Молитвам учился у пожилых верующих односельчан. Мы обещали Богу, что мы все будем работать, служить, а от Бога просили, чтобы нам помочь. Это язычники, как мы все поняли, мы все еще молодые, конечно, это с давних времен, до нашей эры, они славянские, что у нас с народом славяне, христиане, и наш народ, этот финно-угорцы, которые все одинаково вера, почти одинаково, один к одному. Одно у нас нету, потому что у нас храмов нету, единственного храма нет, а остальные все которые празднуют, верят в Бога, все одинаково у нас. Удмурты нашего района в последние годы живут более активно, отметил председатель Национально-культурного центра удмуртов Башкортостана, главный редактор газеты «Ошмес» Салимьян Гарифуллин. Хотя и большее количество удмуртов проживает в Янаульском районе, чуть меньше в Татышинском, но я могу только одно сказать, что все-таки Татышинский район, он чуть-чуть шел впереди, потому что у нас в начале организованы были народные коллективы, которые участвовали не только в республиканских, но и межрегиональных, даже международных конкурсах наших коллективов. Поэтому, естественно, сейчас мы стремимся к тому, чтобы и янаульские коллективы подтянулись до Татышинского. Это очень большая задача. У нас хорошие удмурты, большое количество проживает и в Калтасинском районе, есть народный коллектив в Ураинском районе. Поэтому я радуюсь тому, что культура и люди с удовольствием ходят на наши праздники удмуртские. Это на самом деле, это культура, это язык, это общение. Потому что на этих праздниках они общаются на своем языке. Они не стесняются, что они удмурты. Они могут общаться и на татарском языке, и на русском языке. То есть это владение всеми этими языками, это межнациональное согласие, мне это очень импонирует. Гостями праздника стали жители не только Янаульского района, но и Татышлинского. Они приехали со своим музыкальным подарком. Следующее большое торжество удмуртов нашего района пройдет в июне в селе Каймашабаш, День деревни.